Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Одной из самых актуальных проблем в городе становится шумное поведение соседей. У каждого свои представления о том, до какой степени нужно соблюдать тишину. Но в данном случае есть конкретные законодательные ограничения, которые обязаны соблюдать все жильцы. Как найти управу на соседей, которые не хотят соблюдать правила совместного проживания в многоквартирном доме? В этом нам поможет разобраться председатель административной комиссии городского округа город Якутск Феликс Александрович Антонов. Здравствуйте, Феликс Александрович. Итак, я хочу спросить, вот в течение 2022 года рассмотрено 317 административных дел, по вашим данным. Из них в отношении физических лиц 309. Это какие нарушения? В основном это нарушение тишины и покоя граждан в состоянии опьянения. Когда соседи устраивают шумные компании, шумят, там ругаются между собой, включают музыку, и это, естественно, соседям не нравится. Естественно. А что у нас является вообще вот нарушением тишины? Что относится к нарушению тишины, скажем? Ну, по закону есть 5 видов нарушений тишины. Это, во-первых, воспроизведение звука, музыки любыми звукопроизводящими устройствами. Это может быть даже и телевизор, это магнитофон, даже и телефон. А туда входит. Второе – это игра на любых музыкальных инструментах. В-третьих, это крики, свисты, пение и любые другие действия, производящие какой-либо звук. В-четвертых, это пиротехнические устройства, использование их. И в-пятых, это строительные и ремонтные работы. Вот 5 видов только есть. А вот как понять, действительно ли шум, на который жалуются жильцы, является тем самым шумом, на которого можно за которого нужно отнести ответственность нести? Да, я понял вопрос. Уровень шума, в принципе, у нас не рассматривается по законам никак. По закону предполагается, что вот в определенное время должна быть абсолютная тишина. Люди в это время должны отдыхать, спать, и чтобы с новыми силами идти встретить на следующий день. Поэтому уровень шума у нас никак не измеряется. Тут статья говорит не только о нарушении тишины вообще такой, а и покоя граждан. То есть основным моментом в этой статье является покой самого гражданина. И поэтому статья является заявителем. То есть, если человек заявляет о том, что его покой нарушен в связи с каким-то шумом, то это будет уже нарушение. Ясно, спасибо. Сейчас внимание на экран. Мы подготовили видеосюжет, посмотрим. Единого федерального закона о тишине в России пока нет, но в каждом регионе действует свой законодательный акт в соответствии с особенностями жизненной деятельности граждан. Он устанавливает более конкретные правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время. Как и во всех субъектах Российской Федерации, у нас имеется свой кодекс об административных нарушениях. Он действует достаточно давно, уже почти четверть века. Вместе с тем ежегодно постоянно вносятся соответствующие изменения, дополнения, исходя из требований жизни. Буквально недавно на последней 40-й сессии мы приняли закон о внесении изменений, в частности, статью 3.5, касающейся обеспечения тишины и покоя граждан Республики Саха-Якутия, в соответствии с которым существенно повышены штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан. Если нарушается тишина и покой граждан в будние дни с 9 часов до 8 часов утра, в выходные дни с 10 часов до 10 часов утра, либо с часу до 3 дня в любое время недели. Установлены штрафные санкции для граждан, нарушающих тишину и покой от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей и для юридических лиц от 50 до 250 тысяч человек. Спонтанно и ситуативно раздражать может любое поведение соседей. Однако с точки зрения законодательства нарушением будут считаться следующие действия. Это нарушение тишины и общественного покоя, в основном в ночное время. Это может быть работа звуковоспроизводящей аппаратуры, игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение,
работа, связанная с ремонтными работами внутри квартир и разгрузочно-погрузочные работы с самими гражданами, там, хлопки дверьми при отсутствии доводчиков. Но если, конечно, это не связано с предпринимательской деятельностью. Но если это связано с предпринимательской деятельностью и связано с звуковоспроизводящей аппаратурой, то измерения шума проводятся внутри квартир, внутри жилых квартир, внутри комнат. И это может быть работа холодильного оборудования в торговых комплексах или в торговых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Это может быть работа, шум, исходящий от работы бойлерной в многоквартирных домах. Это может быть лифтовое оборудование. Шум в квартире по закону регламентирован. В законодательстве можно найти предельно допустимые уровни шума в жилых квартирах. Нормы у нас заданы в методических указаниях. Это в соответствии с каждой частотой. Там по-разному, там порядка 10 показателей есть у нас по измерению шума. И в дневное время, и в ночное время. Еще шумы делятся на постоянные и непостоянные. Измерение шума проводится внутри помещений, внутри жилых помещений, а также на месте рабочих зон. Штрафные санкции у нас определены по статье 6.3. Предприниматели у нас санкции предусматривают от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц также от 500 до 1000 рублей, а на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей и административное приостановление деятельности до 90 суток. При выявлении шума, превышающего предельно допустимые значения, органы Роспотребнадзора могут привлечь виновного к административной ответственности. Итак, Феликс Александрович, мы вернемся еще раз к отчетным данным. Вот, к примеру, в 2020 году рассмотрено 592 дела, да? А штрафов назначено на сумму свыше 1 миллиона. А в этом году всего назначено штрафов 217 на сумму 546 тысяч. Первый вопрос, вот оплачивают ли и с чем вообще вот это понижение связано? Ну, во-первых, есть добровольная оплата. Гражданин, которого штрафовали, обязан в течение 2 месяцев добровольно оплатить штраф. Если он не оплачивает, то, соответственно, заявление идет судебным приставам, и судебные пристава уже взыскивают принудительно. То есть, грубо говоря, снимать со счета, с карточки. И одновременно составляется на этого гражданина второй протокол, уже по статье 20.25 КоАП РФ, уже по российскому законодательству, по которому уже суд уже рассматривает и может наложить двойной штраф. Если, например, штраф у нас по нашему постановлению будет 5000 рублей, то суд уже налагает или двойной штраф 10 тысяч рублей, в сумме получается 15 тысяч рублей, и он уже оплачивает эту сумму. Или же суд может его арестовать до 15 суток, если он не может вообще оплатить. Вот. А по поводу, сколько оплатили из этой суммы в этом году всего лишь добровольно оплатили, конечно, только 49 тысяч рублей, но принудительно взыскано 231 тысяча рублей. Да. А с чем вот связано? Понижение связано с тем, что ранее протоколы по этой статье у нас составляли специалисты, юрисконсульты округов и пригородов. И они, как обычные гражданские лица, не могли справиться там, с дебоширами, с хулиганами, с нарушителями общественного порядка. Для них это была функция, которая не входила в их обязанности, как бы можно сказать. Они же не правоохранительные органы, поэтому им было очень сложно. Поэтому в этом году Арсений Сергеевич добился, чтобы эту статью, региональную статью, передали полиции, федеральному органу. То есть для этого он заключил соглашение с министром внутренних дел МВД РФ с Колокольцевым. И вот с 5 августа уже протоколы составляют только сотрудники полиции. И это правильно. Это только в нашем регионе? Да. Это как бы по предложению нашего главы, нашей главы республики. Это предложение только в нашем регионе. Но нет, в других регионах тоже имеются такие соглашения, но не во всех. То есть в каждом регионе свой закон и по-разному, да? Да. Ясно. А вообще вот можете конкретно объяснить населению, какие штрафы, за что бывают? Да. Суммы штрафов?
Наверное, сначала нужно объяснить всем, что есть у нас кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, который действует по всей стране. Вот Роспотребнадзор, например, составляет протоколы по КоАП РФ. Но есть, в каждом регионе есть свои региональные кодексы КоАПы, оригинальные. У нас это КоАП РСЯ, который был принят депутатами Ельтумяна. И там есть статья 3.5, которая предусматривает за нарушение тишины и покоя граждан, и она предусматривает штрафы для граждан конечно, все начинается с предупреждением, и может быть наложен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и для должностных лиц штраф уже больше, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, и для юридических лиц еще больше, от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за один шум, можно сказать. А есть понятие вообще допустимый уровень шума? В нашем региональном законе такого понятия нет. Наш закон говорит о тишине в период определенного времени, и эта тишина предполагается быть абсолютной. Но только одно нарушение звука, тишины, то есть воспроизведение звука, не будет составлять состав этого правонарушения, так как в этом составе есть два объекта. Это шум, во-первых, тишина, и второй объект – это покой определенного гражданина. То есть если у гражданин из-за этого шума не может, например, отдыхать или спать, то если он заявляет об этом правоохранительным органам, то это уже образует состав правонарушения. Тут он не будет измерять шум. А, допустим, если у меня ребенок там плачет, он заболел, или он там бегает, или нечаянно что-то уронил, это будет считаться шумом? Да. Нарушением тишины? Нет, вот статья говорит только о действиях гражданина. Если ребенок плачет или что-то делает, это возможно бездействие этого родителя, то есть гражданина. Но у нас мы не будем рассматривать действия этого ребенка, потому что ребенок еще, у него возраст не наступил для привлечения к ответственности. Поэтому в данном случае состава данного правонарушения не будет. А вот еще очень интересный вопрос. Сейчас вот дома у нас строятся, да, хорошо, но слышимость очень плохая. Вот из-за этого страдают соседи, жильцы. Друг на друга вот пишут, вы там громко шумите, еще что-то там. Вот буквально вот как разговаривают, сидят за столом, и это все слышно. Вот что делать в таких случаях? То есть виноват, получается, не жильцы сами, соседи? Во-первых, закон этот предусматривает, имеется исключение в этом законе, о том, что в течение 1,5 лет в обеденное время, с часу до 3, шуметь, производить ремонтно-строительные работы можно. Для этого это не запрещается. Если уже шум происходит после этого времени, то возможно привлечение к ответственности. Это понятно. Я имею в виду, что жилец, допустим, житель может или имеет ли право подать в суд на застройщика этого дома. Просто по их же вине будет, идет этот шум, получается. То есть, слышимость плохая, скажем так. По поводу градостроительных норм несложно сказать, но тем не менее, как юрист скажу, что любой гражданин, если нарушаются его права каким-либо образом, то он имеет право обратиться в суд и таким образом наложить какие-то действия на этого субъекта или же денежное взыскание может получить. То есть в нашем кодексе пока это не регулировано никак. Пока не регулируется. Понятно. Кого вообще вызвать? Кому обратиться, если ночью, допустим, шумят соседи сверху? В первую очередь надо сообщить об этом в полицию. Это для чего делать? Вообще в этой статье время имеет очень большую роль, потому что в определенное время нельзя шуметь. А в другое время можно шуметь. Поэтому... в рабочие дни, мы сказали, в будни с 21. Да, в будние дни с 9 часов вечера до 8 утра нельзя шуметь, а в выходные праздничные дни с 10 вечера до 10 утра нельзя шуметь. И каждый день с часа до 3. Как сейчас, получается. Если в это время кто-то шумит, надо звонить в полицию. В полиции регистрируется время сообщения. Это время будет играть очень важную роль по этому делу. И потом, после этого, желательно, или до этого желательно заснять нарушение на камеру, потому что бывают очень спорные моменты по поводу времени и вообще шума, наличия шума.
И потом уже дождаться приезда полиции, когда они приехали, надо написать уже заявление. И Вот, всё. кстати, куда позвонить? На какой номер телефона? 102. 102 набираем. Ясно. А вообще вот прецедентные какие-нибудь случаи были? Я помню одно дело, вот в Губинском округе, по-моему, гражданин, да, неблагополучный жилец многоквартирного дома, он там несколько раз там шумел, по-моему, несколько раз накладывали на него этот штраф, да, по-моему. Вообще, чем это дело закончилось? Хотели даже выселить, по-моему, его. Это дело я помню очень хорошо, потому что это у нас вообще первый случай взыскания морального вреда. Ну, не забегая Дело вперед. дошло до суда, да? Да, не забегая вперед, я сказал. Да, но вот, да, этот гражданин, сосед, систематически нарушал покой соседей своих, соседи жаловались, мы налагали штрафы, которые он добровольно не оплачивал, приходилось привлекать его и по дополнительной статье 20.25 и через судебных приставов взыскивать. И в конце концов они подали на него в суд на основании наших постановлений, на основании того, что их права нарушены, уже утверждено документом, подали в суд и взыскали моральный вред 20 тысяч рублей. Не могу сказать, много ли это или мало, но тем не менее это первый случай у нас в республике взыскания морального вреда за нарушение тишины. Потом он, сравнительно недавно, это было в сентябре или в октябре, вот недавно, подавал жалобу в Верховный суд на решение Якутского городского суда, но Верховный суд решение городского суда оставил в силе и уже вступил в законную силу полностью. Понятно. У нас есть еще один неблагополучный дом. К сожалению, таких домов очень много, оказывается, да? Давайте мы вот про этот дом посмотрим Давай. в видеосюжете. Это дом, это очаг. И мы приходим сюда не балдеть, а приходим сюда отдыхать. Мой дом – моя крепость. Но как быть, если эту крепость все время осаждают со всех сторон шумные соседи? Жизнь в многоквартирном доме имеет свои особенности. Со всех сторон жильцов окружают соседи, каждый из которых отличается своим темпераментом, стилем жизни, семейным положением и социальным статусом. Всех, конечно, не знаешь, но многих знаешь, да, кто постоянно живет, знаем, конечно. А в основном вот третий этаж нас беспокоит, то, что пьяные и днем, и ночью бегают, и потом на лестничной клетке пьяные спят, творят бардак, ужас. Консье наших шугают, пугают, ходят, боятся женщины, это понятно. Вот такая ситуация. Пьяные приходят, пьяные уходят, и никому не подчиняются, ни перед кем не отчитываются. Консье боятся к ним вообще подходить, поэтому... Утром жену на работу провожаю, лежит пьяный на лестничной клетке, отдыхает, спит. То есть вызываю как где-то что-то, я вызываю наряды, я не сплю. А у меня такие бессонных ночей много, в журнале зафиксировано у консьержки. И вот сегодня днем-то консьержка говорит, мне сегодня днем-то небезопасно. Они днем пьяные ходят. Если решением стало привлечь к административной ответственности, то достаточно будет вызвать сотрудников полиции, которые должны прибыть на место происшествия незамедлительно, составить протокол о правонарушении и пресечь нарушение. Как многодетная мать, я беспокоюсь за безопасность своих детей и прошу помочь как-то, чтобы этих квартир посуточных не было. Тут приходят разные люди. У меня ребенок уже начинает к самостоятельности, и из-за этого всякие разные чужие люди, которые пьяные могут быть, наркоманы заходят, иногда бывали случаи. И ребенок все время видит, сталкивается с такими ситуациями, и мне это очень не нравится. В нашем доме, в нашем подъезде, третий этаж полностью, он, так сказать, забит этими временщиками, которые здесь творят чудеса. Сегодня у нас консьерж у нас не могут работать сутками, как везде. Почему? Потому что небезопасно. Обращаюсь в прокуратуру республиканскую через вашу программу к Феликсу Александровичу, который знает, что сегодня у меня беда, я сегодня одна, и мне надо помочь. Нарушение покоя жильцов и порядка в подъездах – это административное правонарушение. Почти всех их можно найти в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации. Жильцу, который хочет навести порядок, нужно знать о том, за что можно привлекать нарушителей. Феликс Александрович, даже Людмила Борисовна, староста данного дома, обратилась к вам. Действительно, они все взволнованы, переживают, жильцы, потому что
у них и детский сад там находится в этом здании, в доме, да. Раньше был еще хостел, по-моему, гостиница была, а сейчас появились какие-то непонятные соседи, да. Возможно, эту квартиру даже сдают кто-то. Мы же не знаем, кто сдает. Может, они вообще договор вот аренды не составили. Кто вообще на них может повлиять, кто может помочь этим людям? А то Людмила Борисовна говорит, уже устала. Ну, в данных случаях, когда имеется посуточная сдача квартиры, жилья, то сложно установить то лицо, которое именно совершило правонарушение. Потому что, да, эти жильцы каждый день могут меняться. В таких случаях составляет протокол на собственника жилья, потому что закон обязывает собственников, всех собственников жилья соблюдать права соседей, в том числе и право на отдых, на покой. Вот, собственник квартиры устанавливается очень легко, через выписку. И уже на основании нашего решения, если наше решение, когда вступит в законную силу, уже можно взыскать и плюс моральный вред от этого собственника этого жилья. Плюс можно обратиться к налоговым органам для того, чтобы они проверили, человек, гражданин, оплачивает налоги по поводу сдачи квартиры или нет. Ну да. То есть собственник должен был оформить договор аренды, соответственно, должен платить налоги. То есть он как-то скрывается от закона, да, получается. То есть в этом случае, в случае вот жильцов данного дома, они должны обратиться куда? И в налоговую, и в полицию. И в полицию. Полиция составляет протокол, мы его рассматриваем. Угу. Ну, видимо, они к вам не раз обращались, да, наверное, я думаю, ну, как-то решите вопрос. Да, конечно. Спасибо. Вот. А с какими проблемами вообще вот сталкиваетесь в разрешении таких шумных конфликтов? В первую очередь, это проблема доказывания. Часто бывает так, что одни показания против других показаний. То есть потерпевший заявитель говорит о том, что шум происходил из этой квартиры, а жилец этой квартиры говорит о том, что шума или не было, или его вообще никого дома не было. В таких случаях нужно уже опрашивать соседей, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление. Или же нужны дополнительные доказательства в виде видеосъемки, видеозаписи, аудиосъемки. Без этого принять решение в пользу заявителя невозможно, потому что все сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица, и дело прекращается за недоказанностью. То есть первым делом жилец, который жалуется, должен определить, откуда идет шум, да? То есть должен это доказать? Нет, заявитель ничего не должен доказывать. Это дело сотрудников полиции. Они должны доказать вину привлекаемого лица. Они должны провести поквартирный обход. Если потерпевший в этом помогает, если он, конечно, он вправе помочь. Выяснить, откуда идет шум. Да, но он не обязан. Это обязанность полиции. Доказывания. Понятно. А самые вот распространенные причины шума из соседней квартиры, это какие шумы бывают? Самое распространенное, это, конечно, застолье, когда собирается много людей и устраивает, грубо говоря, пьянки. Понятно. Я повторюсь, если ни личные беседы, ни управляющая компания, ни участковый с нарядом полиции не убедили буйных соседей вести себя потише, да, то следующим шагом в борьбе за спокойную жизнь будет обращение в прокуратуру, так скажем, да? Ну, если бездействие идет со стороны правоохранительных органов, то, конечно, да. Да, и, соответственно, к заявлению приложить все вот эти действия, бездействия, да, указать, то есть жалобы, да? Указать о том, когда и к кому обращались. Ясно, спасибо. Внимание на экран. Периоды времени, в которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан. С 21 часа до 8 часов в будние дни. С 22 часов до 10 часов в выходные и праздничные дни. С 13 часов до 15 часов ежедневно, кроме ремонтно-строительных работ в течение 1,5 лет со дня ввода многоквартирного дома. Феликс Александрович, что вы хотели бы пожелать нашим жильцам, там, соседям, вообще населению, ну, чтобы таких случаев не было, чтобы друг на друга не жаловались, там, что бы хотели пожелать? Ну, во-первых, граждане должны соблюдать права других граждан. Наши права заканчиваются там, где начинаются чужие права. Да? То есть, если мы нарушаем право другого человека на покой и тишину, это уже нарушение.
Во-первых, если такие нарушения идут, то обязательно заявляйте об этом в полицию, правоохранительные органы. Почему? Потому что наверное, все знают о том, что в городе Якутске совершается более половины преступлений вообще по всей республике. Да? Это один только город Якутск дает. И в основном это пьяная преступность. К сожалению. К сожалению, да. Надо это констатировать, признать. И нарушение тишины и покоя граждан является первым порогом к этому направлению. Сначала застолье, пьянка, шум, гам. Соседи жалуются, потом, может быть, уже более существенные нарушения, там мелкое хулиганство, более побои. И так может дойти и тяжкое телесное повреждение, и вплоть до убийств. Поэтому до преступления вообще. Поэтому по этим нарушениям нужно реагировать моментально и гражданам, и правоохранительным органам, чтобы прийти к тому, чтобы было снижение пьяной преступности. Давайте тогда еще раз вспомним пошагово, да, скажем так. Вот шумят соседи. Что делает сосед? Ну, я всегда рекомендую для того, чтобы не опрашивать соседей, у всех имеются телефоны, скачать приложение, любое приложение, которое автоматически фиксирует дату, время и место съемки. Это важно для составления протокола. Потом шум, если доходит до вас, например, даже шум ночного заведения с улицы, доходит до вас, он уже будет слышен на телефоне. Можно начинать снять с темноты и до окна, например, откуда исходит шум. Не обязательно выходить на улицу. И эту запись сохранить, потом сразу позвонить в 102, сообщить о том, что имеется такое-то нарушение, дождаться приезда нарядов полиции, написать заявление и выдать эту запись. Все. Ваше действие на этом закончено. Дальше уже начинается механизм. Понятно. Спасибо, Феликс Александрович. Да. Итак, несоблюдение тишины является нарушением санитарно-эпидемиологических требований, за которые предусмотрена ответственность, установленная статьями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и нашей республики. Да? Если ваши соседи не дают жить вам спокойно, шумят, делают бесконечный ремонт, не следят за бегающими детьми, управу найти на них сложно, но можно. В первую очередь, впрочем, как всегда я говорю, нужно попытаться мирно урегулировать этот вопрос. В случае неудачных переговоров с нерадивыми соседями борьбу за соблюдение тишины и покоя можно вести только через властную структуру, поскольку самостоятельные граждане применить меры ответственности к нарушителю не могут. Шумных соседей в таком случае можно привлечь к двум видам ответственности – административной и гражданской. То есть можно обратиться и в суд. Если, конечно же, вина соседей будет доказана, вы вправе взыскать еще и компенсацию вреда. Таких аргументов достаточно, чтобы заставить шумных соседей задуматься и поутихнуть. Но будьте готовы, что судебная тяжба потребует моральных и материальных затрат, а также займет много времени. На этом на сегодня все. Уважайте друг друга. До встречи ровно через неделю. До свидания.